Добрый день, уважаемые родители, уважаемые наши студенты. Мы рады вас приветствовать на родительском собрании и разрешите ознакомить вас с некоторыми нюансами, которые связаны с переходом на присутственную форму обучения. Ну, все, наверное, уже ознакомились, посмотрели на сайте информацию, но тем не менее ознакомим, что с 1 февраля у нас выходит второй курс бакалавриата и специалитета, также первый курс магистратуры очно и очно-заочный форм обучения. Далее с 15 февраля у нас выходит первый курс бакалавриата и специалитета и выпускные курсы бакалавриата, специалитета и магистратуры очной и заочной форм обучения. Остальные курсы пока остаются на дистанционном обучении. Ну, в дальнейшем уже произойдет поэтапный выход, и остальные курсы тоже постепенно выйдут. Ну, большей частью вот в деканат нам звонят, ребята беспокоятся по поводу заселения. Здесь тоже, наверное, еще раз надо будет озвучить, хоть и Лилия Мунировна и Ирина Сергеевна отправляли в чаты, но еще раз ознакомлю. Вот, по графику заселения у нас 4 начинается заселение с 8:30 до 17:00. Это второй курс. 5 февраля с 8:30 также до 17 первый курс магистратуры. Далее 10 февраля тоже первый курс. И 11 февраля также по времени с 8:30 до 17:00 выпускные курсы. Несколько вопросов было тоже вот по планированию, как в перспективе будут работать спортивные секции, творческие коллективы, факультеты и университеты. Здесь надо сказать, что секции и какие-то репетиции, связанные с творческими коллективами, возобновляются у нас с 1 марта. В настоящее время определяется состав руководителей этих коллективов. И ребята, которые желали бы участвовать там, могут через старост, через деканат подавать о себе сведения. Ну, сейчас, наверное, некоторые моменты, касающиеся учебного процесса, расскажет нам Римма Сергеевна. Добрый день. При выходе на присутственный формат обучения необходимо обязательно при себе иметь маски. В масках вы не только заходите в корпус, но и сидите на занятиях, соблюдая определенную дистанцию между друг другом, если имеется возможность. Также в корпусе нахождение в маске тоже обязательно. Все занятия у нас по обучению начинаются с 8 утра. То есть, если у вас первая пара, мы приходим не к 8:30, а к 8 утра, как по расписанию на дистанционном обучении. Все занятия проходятся в аудиториях. По максимуму были расставлены аудитории, если не надо специализированное оборудование, в один кабинет, то есть студенты приходят и занимаются в одном кабинете. Но кому было необходимо специализированное оборудование, вас раскидали по аудиториям, где это оборудование есть. Ну и, соответственно, немножко перемешка была в плане того, что некоторым нужно специализированное оборудование, приходилось убирать тех, кто сидел в этом кабинете. По поводу самого учебного процесса, все преподаватели тоже выходят на очное обучение, кроме преподавателей 65+, они до 15 февраля находятся на дистанте, но все занятия проходят в аудитории. То есть выход на занятие у вас будет
через ваши мобильные телефоны, или предоставляться нами какое-то оборудование, чтобы вы могли выйти на дистант во время занятий. Вот. Ну, по учебному процессу все остальные вопросы вы можете мне как бы задать, если есть они. Если их нет, то по мере поступления вопросов будем решать. Лилия Владимировна, вот по заселению в общежитии там очень много стандартных вопросов. В целом, объясните нам, пожалуйста, как все это будет происходить. Здравствуйте, дорогие наши студенты, преподаватели, если вы присутствуете тоже на собрании, и родители. Что хотела сказать бы по заселению. Вы, когда приезжаете, вы с собой обязательно привозите документы. Следующие, сейчас я вам их зачитаю. Это договор найма жилого помещения, оригинал, паспорт, результат флюорографии обязательно, фотографии 3х4 штуки. Это для студентов второго курса фотография. Ордер для студентов второго курса. Образец есть в группе Студгородка. Пожалуйста, внимательно посмотрите. Там выложен образец. ВКонтакте. Заявление на койко-место для второго курса тоже есть в посте в группе Студгородка. И чек по оплате за месяц. Это касательно общежития. Что еще хочу добавить? Когда вы выйдете с дистанта, вам будут раздаваться маски, да, вот такого формата, которые первому курсу уже были розданы. В этом году, сейчас в этом семестре, также по 3 маски мы будем вам раздавать. Просьба в этот раз старост подходить, расписываться за всю группу. Я буду давать на группу маски. И буду проверять, заходить прямо посередине пары, смотреть, сидите ли вы в масках или нет. В любое время может зайти комиссия, вы должны сидеть в масках, это обязательно. Ну, в принципе, по вот таким общим организационным вопросам все. Если есть вопросы ко мне или к коллегам, пожалуйста. Здесь вот поступил вопрос. Добрый день. Как будут проходить занятия по физической культуре? По физической культуре все занятия будут проходить очно, ну, то есть в присутственном формате на улице, как и было до этого. Вы выходите, строитесь, в раздевалках переодеваетесь, если вам это необходимо, и идете на улице на физкультуру. Получается, первых-вторых курсов это спаренные 2 пары, а у 3-го курса это 1 пара, 5-я, по-моему, в четверг или в пятницу, точно не помню. Спасибо. Лилия Манировна, а вот такой еще вопрос. Ребята тоже спрашивали, если вдруг они по графику не могут приехать, как им быть? То есть вне графика, в другой день они могут заселиться? Ну, смотрите, ребят, у нас вообще 4 дня заселения, наши 4 дня. Поэтому, если у вас действительно уважительная причина, там, вам нужно в поликлинику или что-то по семейным обстоятельствам у вас случилось, конечно, вот в эти 4 дня вы можете подъехать и заселиться. То есть это 4-е, еще раз повторю, 5-е, 10-е, 11-е. Это наши дни в 3-м общежитии с 8:30 до 17:00. Я думаю, что в эти 4 дня все могут уложиться и спокойно заселиться без проблем. А так, естественно, Студгородок всегда пойдет навстречу студентам. Следующий вопрос задают. Почему не выходит на очное обучение 3-й курс? Ну, я думаю, тот, кто задал вопрос, немножко позже подсоединился. Выходит, но у нас предусмотрено поэтапный выход. То есть, как я уже озвучивал, 8 февраля, вот 2-й, 1-й курсы выходят с 15 февраля и далее уже там в начале марта. По какому принципу будут заселяться первые курсы? Что значит по какому принципу, мне не очень понятно. Вы приезжаете, как обычно. Вот как вы заселялись, вы же уже заселялись, проходили эту процедуру в августе.
Вот точно по такому же принципу. Приезжаете, там сидят сотрудники общежития, которые вас заселяют в комнаты, соответственно. Все то же самое, что и в августе, ничего сверх там естественного в этот раз тоже происходить не будет. Документы я озвучила. Следующий вопрос. Здравствуйте. Лекционные занятия тоже будут не в дистанционном формате? Вот спрашивают. Лекционные занятия тоже будут не в дистанционном формате. Вы сидеть будете в аудитории, вам будут читать лекции. Так, следующий вопрос. Здравствуйте. Я плохо расслышала или недопоняла. 10-11 февраля заселение первого курса бакалавриата и специалитета. Ну, и еще раз озвучу, вот прям зачитаю. 4 у нас с 8:30 до 17:00 ЕГЭ второй курс. 5 с 8:30 до 17:00 ЕГЭ первый курс магистры. 10 числа естественно-географический факультет первый курс. 11 февраля естественно-географический факультет выпускной курс. Но, то есть получается, заселение у нас идет в рабочий день, в рабочее время. Но если вдруг кто-то где-то далеко живет или еще какие-то там причины есть, что не может вне графика приехать, тут ничего страшного. То есть приезжайте, заселяйтесь в тот день, когда вы можете. Но старайтесь придерживаться вот данного графика. Лилия Мунировна, вот еще такой вопрос. А в этом году студенческая весна планируется или не планируется? Если планируется, то в каком формате? Ну, по поводу студенческой весны, конечно, студенческая весна, она будет проводиться и будет традиционно в марте, в апреле в этом году. Сейчас формат пока определяется проведение, то есть направление пока определяется, организация вот финальной части и какие-то другие организационные вопросы, они пока сейчас вот решаются. Но студвесна, она в этом году будет, поэтому мы увидим, наконец, выступления наших дорогих студентов. Вот, очень соскучились по вашим творческим номерам. Еще один вопрос по поводу заселения. Здравствуйте. Заселение в общежитие будет проходить в те же комнаты, на которых мы были закреплены ранее? Если, получается, вы созванивались, предупреждали старост, то будет заселение в те же комнаты. Ну, это да, вот напоминает еще, если договор не расторгали. Так, следующий вопрос задают. Здравствуйте, занятия будут проходить по тому же времени. 1,5 часа пара, 1 час обед. Занятия все проходят по тому расписанию, которым вы учились на дистанционке. То есть вы приходите к 8 утра, учитесь до 9:30, потом у вас перерыв, потом опять у вас начинается пара до 12:20 и до 11:30, по-моему. И 1 час обед, да, вы уходите на обед на 1 час. Пообедав, вы приходите к 12:20 на следующую пару. Так, Лилия Мунировна, вот еще по заселению вопрос. А какие документы нужны для заселения первых курсов, если мы уже были заселены с августа? Ну, если вы заселены были, у вас договор еще есть, у вас оплата была в общежитии, то есть вы не снимали, не забирали, там продляют, должны были перенести вашу оплату, то, в принципе, документы, эти фотографии вы все приносили. Это только для второго курса, то, что я зачитывала. Поэтому вы приносите паспорт, в результате флюорографии, если у вас срок закончился, вам нужно будет его повторно сделать. Если нет, в течение года результаты флюорографии, они действительно. Вот. Ну и договор найма жилого помещения. И плюс чек оплаты за месяц. Это все. Все остальные там заявления, ордер, фотографии, это для второго курса. Первый курс вы уже заселялись. Римма Сергеевна, вот, скорее всего, наверное, тут вопрос. Ну, знака вопроса нет, но спрашивают. Время занятий по физкультуре.
Занятия по физкультуре, еще раз повторяюсь, у вас будут проходить на улице по тому расписанию, которое у вас сейчас есть. Вот у вас там написано 2 пары физкультуры, значит, время у вас 2 пары физкультуры. Варьироваться от температуры на улице, сразу поступил вопрос, да, будут. То есть если будет мороз 30 градусов, вас на улицу, естественно, никто не потащит, и будет это заранее предупреждаться. То есть, скорее всего, вы просто придете, отметитесь и уйдете. Также, если будет дождь, то есть под дождем вас никто не заставит выходить на улицу. Может быть, тут еще предусмотрены некоторые занятия в спортзале. То есть, если будут варианты, что возможность будет в спортзале провести занятия, то будут. Но вас большое количество, потому что весь поток первого курса идет в одно и то же время, весь поток второго курса идет в другое время. Поэтому все занятия пока по физкультуре в связи с эпидемиологической обстановкой будут проходиться на улице. Спасибо. Вот следующий вопрос. Нет, Лилия, мне вам адресован. Каким студентам выделяется материальная помощь и как часто ее можно получить? Ну, по поводу материальной помощи, то есть здесь все тоже остается стандартно. Сейчас еще раз повторю, вы нуждающийся, да, студент в материальной помощи пишете обязательно, да, заявление, то есть нужно личное заявление от вас. При этом вы к заявлению прикладываете документы, которые подтверждают вашу там нуждаемость в этих дополнительных средствах. Вы прикладываете справку обязательно о составе семьи, прикладываете, например, если у вас по состоянию здоровья какие-то чеки, что вы проходили лечение, да, если у вас какие-то там семейные, по семейным обстоятельствам вы прикладываете справку о том, что у вас семья, допустим, многодетная или неполная. Вот. По поводу количества раз, то несколько раз вы можете подавать. Для этого разные основания имеются. То есть можете подавать в связи там, с тяжелым материальным положением, можете подавать в связи с тем, что вы, например, там проходили какое-то дорогостоящее лечение. Поэтому несколько раз можно подавать. Спасибо. Следующий вопрос. Добрый день. Возможен ли переход на дистанционное обучение на время болезни студентов? Ну, я думаю, что здесь все-таки прежде всего понять надо, какая болезнь. То есть, так, в октябре. Это следующий вопрос. Ну, если человек болеет, неважно, студент или преподаватель, тут прежде всего мы обращаемся к врачам, получаем больничную. И здесь, я думаю, что полный переход на дистанционное обучение вам не надо делать. Вам просто предоставить надо справку на период на период болезни. Так, следующий вопрос. А вот то, что мы в октябре платили за общежитие за 2 месяца вперед, это будет учитываться? Да, по этому пункту можно сказать, что будет произведен перерасчет. Там при заселении уже у комиссии будут списки с суммы то есть по сумме, по которой надо произвести перерасчет. Так, вот следующий вопрос. Здравствуйте. Те, кто ушел на дистант в марте прошлого года, у них будет перерасчет за оплату общежития? Ну, только что мы ответили на этот вопрос. Да, будет произведен перерасчет. Следующий вопрос. Предоставление результатов флюорографии для первого курса требуется ли? Флюорография у нас прохождение флюорографии это у нас стандартно, то есть один раз в год. То есть если вы проходили и год еще не истек, то есть вы эти результаты привозите. А если не проходили, то
необходимо будет пройти флюорографию и привести эти результаты. Но если у себя не успеваете, то можно будет здесь пройти. Так, если срок результата истек, то необходимо. Да, необходимо, если срок истек. Пока вопросов у нас нет. Давайте вот один пункт, тут вопрос вот был, поступал. Если у вас остались какие-то в комнате документы, вот был вопрос, можно ли будет подняться сначала в комнату, забрать документы. Да, вы поднимаетесь, забираете все документы, что у вас есть, а потом уже начинаете оформляться. То есть вот поступал такой вопрос. Следующий вопрос. Так, что сказали насчет того, когда выходит третий курс? Извините, я поздно зашла. Да, поздно зашли. То есть мы уже озвучивали несколько раз. То есть будет постепенный, поэтапный переход. Пока у нас вот второй курс бакалавриата, еще раз озвучиваю, специалитеты. И первый курс магистратуры, очной и очно-заочной форм обучения выходит 8 февраля. С 15 февраля у нас выходит первый курс бакалавриата специалитета и выпускные курсы бакалавриата, специалитета и магистратуры очной и заочной форм обучения. Другие курсы, они выходят последующим где-то в начале марта. Так, далее. Здравствуйте. У 4-го курса практика до конца февраля. Нам нужно будет ходить в универ или практика будет дистанционно? Сергей, Ну, 4-й курс и также выпускной 5-й курс, у которых тоже начнется практика. Вы приходите на практику в университет, так как вам надо писать дипломы. Ну, если, конечно, у некоторых даже практика уже по приказу проходит в НИИ, то есть научных исследовательских институтах. Поэтому на практику вам приходить надо будет в университет. Поэтому вы выходите в присутственный формат, чтобы у вас был готов диплом к выпуску. здесь Насчет вот этого вопроса по практике. Если это 4-й курс педобразования, то они остаются на дистанте вместе с 3-м курсом. Они выходить будут так же, как 3-й курс. Если это 4-й курс экологи, биологи, генетики, то они приходят в университет и проходят практику. студентка поняла, написала, спасибо. У нас с 8 февраля начинается практика. Выходим на учебу с 15. Что в этом случае? С 8 февраля у вас начинается практика, она будет заочной. То есть вам дадут какое-то задание, которое вы выполняете через ЛМС до начала практики. Когда вы ходите на учебу, то есть с 15 числа, вы уже начинаете ходить на практику в присутственном формате. То есть приходите к своему руководителю и с ним дальнейшую схему, когда вам приходить, когда вам делать, если нужно, опыты и так далее. Как будут проходить пары у 2-го курса? 2-й курс будет учиться в аудиториях, сидеть на парах, как сидели в прошлом году осенью и на как учились вы на 1-м курсе. Вы же
не всегда на дистанционном обучении были. Единственные пары, которые у вас с преподавателями 65+, тоже они будут проходить в аудиториях, вы никуда не уходите, в той аудитории, где у вас по расписанию стоит эта пара. И вы, получается, сидите в этой аудитории и делаете задание, которое вам задал преподаватель, и сдаете его в ЛМС. Сразу еще проинформирую, думаю, тоже будет вопрос насчет расписания. Расписание я скинула с аудиториями уже. Сегодня еще раз обновлю на всякий случай. На сайте Естественно-географический факультет, раздел «Расписание занятий». Туда заходите, там ищите папку, не файл экселевский и так далее, а папку заархивированную «Весенний семестр 2020-2021». И в нем все расписание на этот семестр. И для первого, и для второго, и третьего, и для последующих курсов. Пока вопросов нет. Подождем немножечко. Или, может, есть по воспитательной части что-то прокомментировать? Ну, по стипендиям там уже все, по-моему, старосты знают, да? Ребята, если есть вопросы, напишите, пожалуйста. Или получили уже на все исчерпывающий ответ? Всем все понятно. А вот с 9:00 было приятнее учиться. Ну, понимаем, что приятнее было учиться, да, и поспать можно было, но, к сожалению, да, немножечко потерпим. Здравствуйте, при выходе на очную... Так, вопрос. Здравствуйте, при выходе на очную форму обучения нам не нужно будет ставить прививки от ковида? Нет, никто не обязывал. Пока не надо. Ребят, у меня вот большая просьба, если вы чувствуете себя плохо, если вы заболеваете, не нужно, пожалуйста, приходить в аудиторию и заражать остальных студентов и преподавателей. Возможно, у вас просто сезонная простуда, но в любом случае оставайтесь в общежитии, вызовите врача. То есть поликлиника у нас работает в обычном режиме. Если у вас подтверждаются анализы, вот эти вот анализы вы присылаете, пожалуйста, мне, хорошо? Потому что я веду учет и отчитываюсь ежедневно по количеству заболевающих у нас на факультете. Вот, спасибо. Спасибо. Вопросов нет. Ребята, есть еще какие вопросы? По воспитательной части, по учебной, по заселению?
Еще вот одну информацию буквально только скажу. Вы, когда будете заходить в корпуса, да, вот вы обязательно берете с собой пропуск, не теряйте его, иначе там, ну, с этим будет очень жестко. Поэтому обязательно не забывайте, с пропусками приходите. Вы будете на входе, вам будет измерять температуру. Записываться в этот раз не надо, списки я туда спускать не буду. Записываться только те, у кого будет повышенная температура, и они будут уходить домой. Остальные, потому что это будет большой поток студентов, вы измеряете температуру и проходите. Не ищите глазками там никого, да, списков не будет, как осенью. Вот. Пропуска не забывайте. Как я поняла, мы платим за общежитие на 1 месяц только или до конца семестра оплачиваем? Оплачиваете за 1 месяц. Если, еще раз повторяю, если у вас переплата была, то в комиссии там будет отмечена сумма, и это все будет засчитываться. Будет ли запись онлайн-собрания, спрашивают. Да, будет обязательно. Вот еще напоминает. Ребята, у нас гардероб будет с 8 утра уже работать. То есть обязательно, как приходите в корпус, надо будет верхнюю одежду оставлять в коридоре. Ну, это с точки зрения как эстетики, так и безопасности. То есть обязательно проходите через гардероб. Так, следующий вопрос. Будет ли возможность посещения спортивных комнат в здании общежития? Будут ли проводиться спортивные, тренировочные занятия в секциях? Так, ну по первой части вопроса, то есть будет ли возможность посещения спортивных комнат в здании общежития? Ну, да, будет возможность. То есть если вы не болеете, здоровы, то, конечно же, можно. И будет ли проводиться спортивные тренировочные занятия в секциях? Ну, я вот в начале, по-моему, упомянул секции, спортивные секции, различные репетиции в коллективах планируется возобновить с 1 марта. В настоящее время как раз там определяются составы, руководители, составляются графики и так далее. То есть все это будет запланировано, и, конечно же, работа начнется. Так, следующий вопрос. Здравствуйте. Является ли суббота рабочим днем для заселения? Если нет, то можно ли оформить документы без присутствия студента? Не может прибыть до 12 числа. Так, ну у нас по графику... Так, да, ну если вы тут дату указываете, что до 12 числа не можете прибыть, в принципе, тут можете 12 или после 12 приехать и заселиться. Следующий вопрос. Здравствуйте. Будет ли студенческая весна? По-моему, отвечали, да? Студенческая весна, да, будет в данный момент. Ну, традиционно это будет проходить у нас в марте-апреле, весенний период. Ну, в данный момент как раз определяется направление, решаются организационные какие-то вопросы. То есть, ну, в принципе, то, что запланировано, то и будет весной. Далее, подскажите, пожалуйста, если студент может приехать только, так, то есть только после 12-го, как нам быть? Так. Сообщение удалено. Так. Да, ответили, да. Это было так. Расписание общежития будет тем же, что и в начале года. Закрытие в 23:00. Ну, по изменениям расписания пока каких-либо у нас сообщений не было. То есть я так думаю, что да, до 23:00
как и было, так и будет. Так, да. Да, все понятно, да. Спасибо. Ну, пока вопросов нет. Ну, основные моменты, что касается воспитательной части, мы с вами прокомментировали. По заселению тоже. Ребят, давайте активно задавайте вопросы. Мы вот ждем, когда вы будете писать, чтобы ответить на все ваши вопросы. Да, что тут как бы тоже график есть, и после нас другие факультеты будут. Поэтому, если есть вопросы, пожалуйста, пишите. Они любят звонить до канала. Если у вас там появится, ничего страшного, если у вас сейчас не созрел какой-то вопрос, и он у вас созреет, там в течение дня вы можете задавать эти вопросы, можете писать и в личку, например, если у вас по воспитательной части вопросы. Я как бы отвечаю на все сообщения. Так, ну, если вопросов нет, потихоньку, наверное, заканчивать можно. Так, спасибо за информацию. Здравствуйте. При заселении будет тест на ковид. Будем ли, наверное, тест сдавать на ковид? Нет, не будете. Когда будет стипендиальный комитет? Стипендиальная комиссия на факультете будет проведена до 8 февраля. Мы все документы, все портфолио и папки ваши отправили по структурным подразделениям. Сейчас там проходят они проверку уже и потихоньку спускают нам. Вот как только до нас все документы дойдут, мы сразу назначаем день, время, в Zoom создадим эту комиссию. И, конечно, всех пригласим. Рассылку мы сделаем. До 8 февраля это пройдет на факультете. Так, поступление вопросов больше не наблюдается. Ну, я думаю, мы можем с вами заканчивать. По воспитательной части, по учебе, по заселению, то есть по основным моментам, по-моему, ребята получили ответы. Ну и хотелось бы поблагодарить всех, кто участвовал сегодня на этом родительском собрании. И, конечно же, ждем, ребята, вас в стенах нашего университета, нашего факультета. Спасибо большое.